Зерашмас телехопшра усура яцнацой апсо телехопшра пресс-центр. Хош 5 минут корзеш яшо эфира чхаку апсо телехопшра канала джам. Шубзе кос коллегаца бзела шабет шасхойт и табу пам тапшана шахим яхацас. С коллегаца ехбе пресс-конференция джа хашуксайх шала кугацо хазара куахартак гарцойт апсна экология апсабара ахчарерза апсна хиндкарат бейлага хахан беве савели читана яраубас и хатыпуа акпи хатыпуй Мурман Соломка убаски хатыпуй Тимур Дзыба. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня промежуточные итоги работы подведет председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. Вместе с ним на наши с вами вопросы ответят первый заместитель комитета Мурман Соломка и заместитель Тимур Дзыба. Бзела шабет хатарску. Савелий Михаил Ипа идеру супацахтун пи амтаза харахунд каражма царакум куадунеджа яра экология таглазаша ачапсахвот. Я иткалан я хозер из ипшоза яра харах республика джам ацахтун пи ашук скорза экология таглазаша ярбан псахра ко имя пысво харахгана хала ярбан шажа ко игацо мамзарге я хаплану я иткалан таглазаша шала сажарстахан. Зара хымпада дара кризисазго заруб ус унут паланги стак кауцаша зара. Экология атагылазача апсахра адуней зигирши yiqu хымпада апсны янамир алшу. Ары рапхергыланы захшоу иширдуруевш глобалт чапсахра куйцо глобальное изменение температуры рамхоя урусфила абри процесс хымпада апсынги яным шир аудзом ишир дуруев сымпа апхынра такой снецет пхынык созевша хоги о амраги пхо абас игамыз и харадзак амыш абхарра кокан акура ком мачин ну и абри я языкный ухозер адуней зигирчими пусу процесс апсынги ишазугу. Ахо убри ябанза аныпши апсны апсабара атагыла заша ябанза аныпши апсны имя пусу процесска. Я хозер атиаква рыпстазаша. Тиаква рыпстазаша же я ичерпшны его хозер абри Ахтыско и рыбзуру и рохяны насги обснеюк нагалаз и рубриги абри ехалаз айтагроку и рыбзурону абрахи и шук нагалаз абртахочемаджику я барзиги на рыбзурону ачаюрака ажлар запшиз акытава запшиз ачаюрака и шохтаз и камладзет абригинес экология ганкахала ехалаз и айтагрку ирбзуроп усоп хымпада ишугоги. Нейсин я ара чепскас я гокаш рацоп ханас азара кугалозер артабу гацап. Хымпада. Табу идут на так, за цара кушумазар, дорогие коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Савелий Михайлович, не могли бы вы оценить итоги работы по борьбе с коричнево-мраморным клопом за осенний, весенний и летние периоды текущего года? Спасибо. Спасибо. Как вы, наверное, помните, а вы, журналисты, очевидно, помните, поскольку вы тоже принимали участие на совместном российско-абхазском как бы межправкомиссии, посвященной коричневому мраморному клопу, о мерах борьбы, которые необходимо было предпринять, чтобы не допустить такое массовое распространение. Но, как вы помните, по рекомендации наших коллег, коллег из России имеется в виду, по рекомендации иностранных коллег, вообще, как в мировой практике это принято, кроме, ну, вообще применять пестициды, конечно, надо осторожно, поскольку для нас, в первую очередь, это охрана окружающей среды. Вместе с коричневым мраморным клопом, если воспользоваться жесткими химикатами, пестицидами, мы параллельно могли бы уничтожить полезную энтомофауну. И потому был поставлен вопрос таким образом, по возможности оказать
механическое воздействие, то есть механическое уничтожение коричневых мраморных клопов. Для этого было объявлено и о вознаграждении, о премировании там, и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что этот метод, хоть он был такой, знаете, не бесспорный, но и тем не менее он дал результат. Как специалисты оценивают, за это время, за время механического уничтожения мраморных клопов, это было в начале лета, в конце весны и в начале лета, за это время было уничтожено в количественном отношении, там я не буду говорить в килограммах, сколько было собрано, около 50 миллионов единиц, штук. Это при том, что каждый клоп в году дает 3-4 генерации, и при этом по 300, около 300 яиц, то вы можете представить себе, умножив ее на 50 миллионов, какое количество популяций мы могли бы иметь. Ну, и тем не менее, борьба в этом плане продолжается. И кроме механического уничтожения, когда они достигли стадии полного возраста, и когда они улетели уже в поля повреждать сельскохозяйственные культуры, то там необходимо было применять пестициды. То, что и делалось усилиями отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства. Но скажу вам так, и это тоже, конечно, дал определенный результат. Но при этом, перед тем, как начать применять пестициды, они обращаются к нам, я имею в виду Министерство сельского хозяйства обращается к нам, каким пестицидом они будут работать. Если этот пестицид соответствует объявленной классу опасности, не превышающий, скажем так, то дается им разрешение. Если класс опасности суровый, там, 3 класс и выше, то мы, естественно, наше разрешение там не будет, как экологическое ведомство. И тем не менее, работа в этом продолжается, особенно в сельскохозяйственных районах Ачимчирского, Гудоводского, Тхватчалского района. А результат, хочу вам сказать, подсчитывается по осени, цыплят по осени считают, да, а урожай как не было, так и нет. Но здесь я не буду судить, в чем причина, но по отзывам коллег наших из отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства, которая предупреждала, в этом году коричневый мраморный клоп не столь опасен для урожая сельскохозяйственного, в частности ореха фундука, сколько специализированный гриб. К сожалению, это не было услышано, и против гриба, к сожалению, не принимались никакие усилия. И потому урожай, к сожалению, отсутствует. Спасибо. Коллеги? В продолжении темы вредителей, как обстоят дела с пальмовым долгоносиком, прокомментируйте, всех волнует вот это вот происходящее с пальмами у нас в стране. Вот к заместителям вопрос, скорее всего, если можно ответить. Позвольте, я отвечу, поскольку я тоже занимался непосредственно этим вопросом. Но мои коллеги найдут, я думаю, что вы для них тоже найдете вопросы, на которых они вам ответят. Что касается пальмового долгоносика, к сожалению, в городе Сухум зарегистрирован, где-то в течение последнего месяца около 7 единиц пальм. Вчера буквально выявлено еще 3 пальмы на берегу моря около бывшего Солитара, уже погибшего, скажем так. Единственный метод борьбы после того, как проявилось заболевание, это вырубить, распилить и сжечь или же закопать. Такая форма утилизации только и спасает. Как получилось так, что в Гаграх оно уже год-полтора как обнаружен на платформе Цандрипш, 1,5 года назад. Известно пути миграции пальмового долгоносика. К нам, как и все вот эти инвазийные вредители, попадают с территории Сочинского региона. И это не исключение, пальмовый долгоносик к нам попал из Сочи.
А в Сочи, в свою очередь, попадают с посадочным материалом откуда угодно. Ну, известно, прослежен путь – это из Италии. С Гагар пальмовый долгоносик не мог путем собственной миграции попасть в Сухум. Очевидно, здесь была какая-то подмога в виде транспорта. Почему я так утверждаю смело, то потому что дальность полета пальмового долгоносика составляет от 1,5–2 до 5 километров. Это расстояние, в общем-то, дает нам основание утверждать, что собственным путем пальмовый долгоносик не мог бы попасть в течение года, во всяком случае, до Сухума, причем минуя Гудауту и Афон. Теперь, что делать? Они у нас наяву, напротив администрации города Сухум, вы видели, вырублено 2 или 3 пальмы. На территории Министерства по репатриации там 3 пальмы. Вот. И теперь на территории Дома юношества имеется также, на территории СГБ также имеется. Для нас важным является локализовать эти места, то, что и делается, локализовать эти места, если считать эпицентром, то вокруг них, определив определенный радиус, надо обработать все пальмы, которые находятся в этом пределе. Это бы как профилактически. А так... А такие работы ведутся? Штаб при правительстве на прошлой неделе премьер-министр собирал нас, создан штаб или комиссия, которая постоянно будет вести мониторинг. Дана команда со стороны этой комиссии по республике выявить в количественном отношении произрастающих пальм, в основном излюбленным для пальмового долгоносика является пальма финик-канарский, финиковая пальма, что называется, и все крупномерные пальмы. Пусть это будет сабаль, пусть это будет там юбея там, или еще другие виды пальм. Но, к сожалению, есть еще другой вредитель, так называемая уругвайская огневка или же пальмовый мотылек. Он поражает трахеокарпус обычный, вот этот трахеокарпус веерная пальма, что называется. А учет ее вести невозможно, поскольку самосевом в огромном количестве на территории Абхазии произрастает эта пальма. Коллеги? Скажите, а все-таки возможно ли сохранить эти пальмы? То есть сейчас в данном случае вы находите их, вырубаете, а вот те пальмы, которые есть, какая-то программа, может быть, есть. Я знаю, что вот в Сочи как-то же справились с этой проблемой. Вот буквально вчера читала. Да, вот конкретно, вот что делать? Вы знаете, я скажу вам так, что у нас, к сожалению, как и с самшитовой огневкой, так и с мраморным клопком, у нас нет практики. Естественно, мы пользуемся практикой наших коллег из Российской Федерации, но вообще и мировой практикой. Самый главный момент сейчас, и как утверждают наши коллеги тоже, это упредительные мероприятия. То, чем мы и занимаемся. Выявляем количественное отношение произрастающих на территории Абхазии, и каждая пальма берется на учет. Но другое дело, каков будет у нас результат в конце, это мы будем смотреть потом. А сегодня все эти необходимые меры принимаются. Можно еще уточняющий вопрос? А вот сейчас пальмы завозятся на территорию Абхазии, и какой контроль на границе за ними? Да, пальмы завозятся, наши, вот мои коллеги, наверное, вам скажут, или давайте вы скажете, ребята. Да, конечно же, завозятся пальмы, не только пальмы, и другие растения. Пару слов хотел бы сказать, как это было во времена Советского Союза, как завозились растения в страну, в эту огромную страну и в Абхазию. Стояли такие станции, фитолаборатории, которые, значит, действовали на территории Сочи. Чтобы попали какие-то саженцы на территорию Абхазии, проходили там сертификацию. То есть их в отдельный бокс растения какое-то время обрабатывали, и только после этого растения выдавались
на посадку. Это черенки растений из всех стран мира, вот, из большого мира, тропические, субтропические. Все это обрабатывалось и только после этого доставлялось сюда. Сегодня те растения, которые завозятся к нам в республику, они имеют сертификационный документ, но, к сожалению, у нас нет своей лаборатории ни на границе по Псу, ни на границе по Ингуре, и это придется решать. Правительство ставит такие вопросы. Сейчас идут, насколько я знаю, совещания, встречи и решаются. Вот это не дешевое удовольствие, но нам придется это делать. Мы не можем от внешнего мира как-то оторваны. К нам завозятся не только саженцы, овощи, фрукты, и с ними также могут быть вредители. Поэтому завозятся. А как доверясь тому документу, который у них есть? В принципе, и доверяемся. А как они попали, никто еще отследить не смог, насколько я знаю, Савелий Михайлович. Отследить мы не смогли, каким путем пальмовый долгоносик попал сюда. Коллеги, есть вопросы? Я хотел перевести разговор, значит, относительно охоты на волков. Вот у меня как-то немножко такое смутное представление. С одной стороны, я слышал, что целая проблема существует, они расплодились, там нападают на домашних животных, а шакалы вообще, как сказал мне как-то начальник сельхозуправления Гулиевского района, это у нас вообще как домашние животные, говорит. С другой стороны, недавно прочел вот какую-то публикацию, где говорилось о лицензиях там, на отстрел волков, то есть как бы тоже это ограничено. Вот как в этом плане обстоят дела? Волки, на них надо, наоборот, их больше отстреливать, или они все-таки их надо охранять? Ну, это санитары леса. Тимур. Тимур По поводу вашего вопроса, значит, ситуация такая. В республике ежегодно у нас проходит охотничий сезон. Согласно действующим правилам охоты, у нас охотничий сезон проходит, начиная с августа, середины августа по март месяц. Вот в течение этого времени, значит, у нас лицензии как таковые в республике сегодня отсутствуют. Для проведения законной охоты охотнику необходимо иметь сегодня это 3 документа. Первое – это охотничий билет, членство в охотообществе. Второй документ – это разрешение на ношение и хранение огнестрельного охотничьего оружия. И третий документ – это квитанция об уплате госпошлины. Вот с этими 3 документами охотник может проводить охоту. Что касается конкретно волкового отстрела, то согласно действующим правилам, которые мы ежегодно публикуем через средства массовой информации, доносим до населения, согласно действующим правилам, охота на волков, на хищников, шакалов и волков разрешается в пределах охотничьего сезона ежедневно, без норм. У нас были факты, когда, вы все знаете тоже, когда больные животные бешенством нападали на жителей сел, и люди страдали, и животные, поэтому в этом плане лицензия не выдается. Мало того, если такие факты есть и угроза есть со стороны диких животных больных, наоборот, мы оказываем какую-то информационную, может, поддержку в плане того, чтобы именно вот этих больных животных изолировать от домашних животных, от населения сел и городов. Спасибо, коллеги. Да, можно еще вот по поводу нарушения правил рыболовства, да, я не знаю, кому адресован этот вопрос. Всем нам. Да, пожалуйста, расскажите. А что именно? Ну вот выявлены ли нарушения, да, рыболовства, там сколько количества, да. Тем более недавно, насколько мне известно, проводились рейдовые мероприятия. Значит, рыболовство у нас, когда начинается путина, это вот хамсовая путина, это одно мероприятие, отдельно от того, что ежедневно у нас еще береговые бригады, которые ловят.
береговые, конечно же, есть несанкционированные рыбаки, и их мы называем браконьерами. Более того, в наших реках есть браконьеры, которые используют недозволенные методы лова рыбы, это электроловы, электроудочки или сети-путанки. Но самое страшное – это электролов на сегодня. Конечно же, есть. И мы над этим всегда работаем. У нас выездные мероприятия, инспекционные мероприятия. Тимур Леонидович, начальник вот, инспекционного отдела, и весь его отдел над этим мы все работаем. Кроме Савелия Михайловича, подолгу, сколько времени нет, выезжать на поля, мы все, весь коллектив выезжает на поля, работает. У нас мы приглашали телевидение, почему-то так вот, не, чтобы показать орудия, которые конфискованы, люди оштрафованы, изъяты у них орудия лова. И у нас большая, очень большая коллекция. Можете посетить Госкомэкологию и посмотреть современные орудия лова, изобретения очень, между прочим, интересные. Я вот, Тимур Леонидович, дополни, пожалуйста. я вот хотел что еще добавить по поводу, значит, охраны рыбных ресурсов и нарушения в части этой среды, в части охраны рыбных ресурсов. Значит, у нас, в принципе, ежегодно, перед началом сезона, ежегодно мы, значит, утверждаем план мероприятий по борьбе с браконьерством, и в частности, в части охраны рыбных ресурсов. И у нас в каждом районе республики есть территориальное отделение, где присутствуют инспектора-экологи совместно с центральным аппаратом. Территориальные инспектора-экологи, мы совместно проводим рейды в местах предполагаемых, значит, нарушений. И по фактам нарушений составляем протокола, если такие факты есть. Мы задерживаем, значит, нарушителей, браконьеров. У нас есть внутренние водоемы, это озера, реки, это морская среда, прибрежная территория. Значит, вот, как сказал Мурман Атарович, самые такие злостные нарушители — это те, которые используют, в частности, во внутренних водоемах, реках, озерах, так называемые электросачки. Всем известные орудия лова, они запрещены официально, являются браконьерскими. Такие орудия лова мы изымаем, уничтожаем на месте, составляем протокола, выносим, значит, штрафные санкции. Это что касается нарушений, связанных с любительским, так скажем, промыслом рыбы, ну, с нарушениями незначительными. Что касается нарушений, связанных, допустим, в период рыбной путины, хамсовой путины, которая у нас начинается ежегодно в декабре месяце и проходит по апрель месяц. Значит, там немножко, значит, система нашей работы другая. Наши инспектора-экологи ежедневно собирают информацию о ходе путины. Значит, периодически совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ России проводят совместные рейды, проверяют суда, промысловые журналы, проверяют орудия лова. Каждое судно, которое заходит в наши территориальные воды в период путины, они, значит, имеют все соответствующие документы. Каждое судно проверяется комплексной комиссией, куда входим и мы, экологи. Каждое судно принимается комиссией и отправляется за пределы республики тоже через комиссию. Если в ходе путины существуют какие-то нарушения, а такие бывают, мы также составляем протокола, выносим штрафные санкции. В исключительных случаях у нас были факты, когда мы даже снимали суда на несколько суток с промысла, тем самым препятствуя, допустим, нарушениям. Вот такая работа ведется, и у нас, в принципе, за это время большое количество сетей браконьерских изъято у частных лиц. Ну и составлено соответствующее количество протоколов. Сколько в год в среднем протоколов? Ну, десятки протоколов в общем. Спасибо, коллеги. Каковы перспективы борьбы с самшитовой огневкой и восстановления, может быть, в будущем самшитовых, значит, лесов у нас? В каком состоянии сейчас вот это все находится? Ну, сейчас я не буду говорить о предыстории, это, к сожалению, всем знакомо. Сегодня самшит в
таком состоянии, в зеленом, в котором мы привыкли ее видеть, сохранился только по ущелью реки Бзып. Из 5000 гектаров на всей территории Абхазии, это площадь самшита на территории Абхазии 5000 гектаров. Из 5000 гектаров, к сожалению, около 60-70 гектаров, наверное, вот по ущелью реки Бзып сохранился по обе стороны от дороги. Почему? Потому что опять у нас, когда самшитовая огневка попала к нам, первый год мы абсолютно бездействовали. Почему? Потому что, во-первых, не знали, что делать. Огневка оказалась такая прожорливая, она за год, в общем-то, покрыл весь ареал произрастания самшита в Абхазии. И вот когда мы начали противодействовать, и когда мировой опыт стал нам знаком, но наши коллеги из России к этому времени уже потеряли реликтовую тисо-самшитовую рощу. Ну вы представляете, да, если самшит вообще на планете Земля существует где-то от 1,5 до 3 миллионов лет, за это время они с динозаврами были знакомы когда-то, но в результате климатических сукцессий или климатических катаклизмов динозавры исчезли, не выжили, а выжили в таких вот рефугиумах, каковым является вот колхида, да, выжил самшит. И за это время самшит пережил много таких вот, но и тем не менее продолжал существовать до современного периода, а это около 3 миллионов лет. Но и здесь была надежда на то, что в экосистеме найдутся ее естественные враги, ну, если даже не естественные, но во всяком случае присутствующие в нашей фауне каким-то образом испробуют и начнут лакомиться, но, к сожалению, так не вышло. С одной стороны, это очень короткий промежуток времени, а с другой стороны, наработки или пробуют, летучие мыши, например, пробуют, осы, например, пробуют, понимаете? Вот. Ну и тем не менее, когда-то, конечно, она войдет, огневка, в экосистему, и тогда ее численность будет балансироваться естественными врагами. Но на сегодняшний день мы проводим регулярные мероприятия по ущелью реки Бзып. Вот в прошлом году до 7 раз мы проводили опрыскивание специальным пестицидом. В этом году 4 раза. У нас есть там службы, которые проводят систематический мониторинг. В этом году лед бабочек огневок значительно меньше. То и по количеству обработок это тоже видно. Да? Если в прошлом году 7 раз обработали, была такая необходимость. В этом году только 4 раза. А перспективы какие, я вам скажу. С огневкой, конечно, мы однозначно справимся. В этом году 4 раза обработали, в будущем году, очевидно, Бог даст 2 или 3 раза, и со временем ни одной бабочки не будет. Так хочется верить, во всяком случае. А под Пологом, даже той же Пицунде, где погиб самшит, и в той же Скурчинском заповеднике под Пологом, да и в остальных местах, вот, где мы бываем, я веду постоянное наблюдение, под Пологом начинают вырастать сеянцы самшита. Это положительный признак, это говорит о том, что восстановление, очевидно, будет, но при этом очень будет важно, чтобы огневку не допустить. А не допустить, теперь мы уже имеем опыт борьбы, я думаю, что нам это удастся. Самшит мы сохранили, в отличие от Сочинского побережья. Кстати, вот здесь хотелось бы подчеркнуть еще один вот такой момент. По закону об особо охраняемых природных территориях применение пестицида на особо охраняемых территориях нельзя. Когда встал вопрос в Кабинете министров, и когда был задан вопрос, как думают экологи на сей счет, ну, естественно,
для нас всех было важно любой ценой сохранить самшит. Но при этом как бы приблизив наши мероприятия к щадящим нормам, понимая экологическую обстановку, заботясь об охране окружающей среды, и мы разрешили применить щадящие пестициды. Ну и результат налицо. А вот этот пример, как факт, приводили наши коллеги из России на европейских совещаниях и говорили, что нам надо было брать пример с абхазских коллег, которым удалось преодолеть преграды своего законодательства. Можно ли такие надежды питать относительно мраморного клопа? Может, что-то смогут придумать абхазские экологи на этот счет? Ну или Долгоносика. Вы знаете, конечно, со всеми этими вредителями можно и нужно вести борьбу однозначно, но с мраморным клопом пока мы еще не дошли до такого уровня и по нашим представлениям и познаниям, и по количеству на единицу площади в Абхазии. Скажу другое, что мраморный клоп имеет распространение с 1998 года в американских штатах. И вот с 1998 года Штаты тоже борются, но, к сожалению, все пока тщетно. Они там спасают, и в Европе, и американцы, они свои плантации спасают. Ну, виноградники, во всяком случае, я знаю, спасают путем покрытия москитных сеток. Ну, пока такой характер борьбы, к сожалению. Спасибо вам большое, коллеги, спасибо за вопросы, дорогие гости, вам большое спасибо за ваши ответы. Хатырско телехопшца бряла их пресс-конференция Хыркшу, и табу пихахопшу зиге, я его хайкшира конза обзерас.